Ну а тут у нас сегодня везель вот такой на обслуживании. Максимка уже разбирает, весь раздербанил, да? Короче, парнишка не стал ждать, когда у нас развалится подшипник. Решил, машина где-то... Сколько у нее пробега, братан? 130 тысяч, да, 137, по-моему. И решил он обслужить подшипник. Вот сейчас мы вытащим подшипник и мы покажем вам, как вот признаков не было никаких, все нормально вроде. А мы покажем вам состояние, какой он будет. Сухой, смазка есть, нету. Как бы все это узнаем. И что, братан, расскажешь? Масло черное было? Черное, ага. Очень черное. Масло черное. Пыльники все целые, да? Нет, не все. Не все? Все порваны. Все порваны на шаровых? Да. Вот, сюда. Смотрите, я их оставлял. Сейчас оставил. Тогда что, нам пыльники надо ехать покупать, да? Походу. Смотри, вот что. Все убиты. Шаровые ты тут оставил. У нас, значит, мы поменяем, скорее всего, пыльники. Сальник поменяем. Подшипник выжимной смажем, достанем. Вот. Потом, что еще? В принципе, масло поменяем, свежее зальем. Жидкость в актуаторе зальем свежую. Откалибруем этот автомобиль. И он у нас поедет. А что делать? Ну так вот что-то. Ну это что-то эта машина маленечко подзапущенная, да? Такая. Вот это? Угу. Ну так. Так, ну сняли мы коробочку. На первый взгляд смотрим, вроде бы. Хуяна шелестит. Сухая совсем получается. Сухая, да? Ну она это, вроде нормально крутится-то. Подшипники живые вроде. Шумит-то вообще пиздец. Шумит сильно. Как поезд, да. Вовремя мы ее сняли, получается. Ну, может быть. Сейчас посмотрим подшипник. Выбьем, видно будет. Там что у него? Все вроде целое. Масло не бежит. Что-то лепесток что-то мне кого-то. Да не, нормально. Кажется. Лепесток? Не, этот нормальный, живой. И тот тоже живой. Нормально все. Так, ну все. Здесь сухо. Сейчас подшипник выбьем. Сальник только вот здесь. А там видно будет. И сальник поменять вот этот. Покажи как. Остальное трогать не надо. Да, вот этот сальник надо будет. Вот она, моросила получается, да. Раскидывала чуть-чуть. Ну еще бы чуть-чуть, он бы еще сильнее бы побежал. Сальник есть у нас, если что? Да. Но это у него уже все, холостой ход. Жестко шумит. Ну, там что-то нездоровое. Думаешь? Ага. Ну, видно будет. Посмотрим. Снимаем. Подшипник с корзины выбиваем. Сейчас будем смотреть, что там произошло. Хуя он клинит, да? Жестко. Угу. Почему так? Ну, вот он нашумел, видать, холостой ход кирдык, походу, ему. Эти нормальные. Ну, нормально, это нормально. Посмотрим сепаратор. Как он там держится, он такой. Ну, скрывай давай кубышку. Будем смотреть, что там происходит. Да, холостой ход вообще. Жестко клина поймал. Сухой? Вообще нет. Угу. Гудрон. Гудрон. Вроде целый. Здесь целый. Холостой ход не ходит совсем. Ну, люфта у него нету. Но он вообще что-то клина поймал. Сепаратор целый. О, так там как будто вода была. О, там вода конкретно. Там вода была. Ржавчина. Ржавчина. Конкретная ржавчина. Да. Вроде целый нахуй. Прикинь. Ну. Вовремя приехал, получается. Сепаратор-то у него двойной, что ли? Не. Необычный. Да, лучше Ну, его... короче, надо его мыть. Мыть его сейчас надо, да. И пробовать смазывать. Расходить его надо.
сейчас этот откроем. Подшипник вот такой вот. Серия у него такая. 22 серия. Как будто вода туда попадала. То ли он был утопленник, этот автомобиль, то ли что-то такое похожее. Он, может, утопленник, братан, был? Нет? Топливник был. Чё? А там все нормально же, да? Да. А что у него тогда такой ржавый-то подшипник? А? Не знаю, заржавел. Да это неспроста он заржавел. Не может он так заржаветь. Ну, Вода попала он какая-то. высох, скорее всего, от перегрева. Ага, а что он заржавел? Ну, хуй его знает, я даже не могу. Это вода. Не могу понять, что это такое. Скорее всего, он подтопленник был попитый. Ну, корзина у него тоже, смотри, ржавая. Чуть-чуть. Есть. Мелочь. Ну, это, ну, если бы утопленник, корзина ржавая была бы, да, совсем. Она нормальная, по идее. Ну, смазки вообще у него просто нету. Смазки. Но. Смазка вообще конченая. Ее нету вообще. Так, цвет только остался. Жестко. Ну и бежит еще там сальник. Мы с Максом увидели, что бежит сальник. Этот моросит, короче. Надо его тоже будет менять. Первичного вала, да. Вот этот сальник моросит. Он видно, что... Ну, не могу посветить нифига. Телефон садится, фонарик не включается. Но видно, что там моросень. Конкретно. Дай, братан, фонарик. Да ладно, не надо. Передавай, я посвечу. У меня фонарики. Ну вот, видно, что Это была... я здесь еще продул. Вот здесь вот, видишь? морось была, да? Видишь? Ну. Надо сальник менять этот по-любому. Не дай бог потом побежит. Лучше сразу поменять. Дешевле будет. Да? Ну, Выбьем, да и все, и поменять. А шаровые что, как состояние? шаровый нормальный. Пыльники только порванные. И все. Нормальные такие. А это... Тяги, ну и тяги, что с тягами? Это еле-еле нахуй их открутил. Это еще, но они Но такие. они болтаются. Но они Линки слабые. тоже, по идее, надо Они менять. слабые. Надо Но линки менять надо, шаровые. вот именно, сука, слабые, да? Еле-еле открутились. А вот новые нихуя откручиваться не хотят. Не хотят вообще, да? Приходится их. Ну да, да, есть. Потом, что еще сказать? Сальник. Сальник привода Мгм. с левой, вот. Побежал. Вот. Посмотри, он не побежал, он моросил. Он заморосил, видишь? Да. Он моросил. Да, Он да, не да. лег, не тек, но он немного начал Моросить. потихонечку, да. Ну надо менять. Ну там по приводу даже видно, Ну, что ну. он такой сыроватый. Что еще? Да. Все вроде? Остальное. Что еще могу сказать? Остальное. Ну, в коробку вроде не улазили. Угу. Все фишки целые. Клепки, шлепки, все целое. Все нормальное, да? Все нормально. Ну, короче, нам надо 2 пыльника на шаровые и сальник поменять. И походу у него с этой Подушкой проблема. текло, потому что видишь, она мокрая все. Да, оно все Все как будто с нее текло, нахуй. Она то ли масляная, то ли и гель. Ну даже давай Гелевая. фонарики. То ли гелевая она. Точно не могу сказать. То ли она гелевая, то ли она масляная. Она масляная, походу. Вон масло. Да. Все в масле. Это с него. Точно, там все сухо остальное. Двигатель сухой, все, Двигатель да, это сухой. чисто с подушки, да. Угу. Ну я тут менять геморройно. Ну раз, два. Так-то в принципе ничего такого геморройного. Была бы она еще. Подушка эта. Ну. Завтра мелочь жизнь лужа и десятки машин. За собой следы оставят разноцветных шин. Белых крошках серый камень кем-то для других оставлен. Слово ждать и слово всюду. Их не помню, их забуду. Если хочешь, можешь ты дождаться. Счастье в жизни лет так через 20. Меняем центральный. Вот он. Я его уже оттуда вытал, который сапунил.
Все, его убираем. Сейчас буду новый оригинальный сальник ставить. Вот, новый сальник. Сейчас буду запрессовывать. Так. Угу. Так, новый сальник пошел. Опа. Сейчас проставочку возьму. Поставили новый сальник, вот он. Все, сальник подошел у нас, все хорошо. Ну, грязь маленечко, да, смотри. Ну все, теперь боковой меняем. Вот этот, да? Ага. Не, тот. Вот вытащили сальник, второй. Меняем будем. Сейчас подберем и поменяем. Поставили оригинальный сальник новый. Все. Теперь у нас здесь сальник новый. Здесь сальник новый стоит тоже. Ну и все, в принципе, что. Подшипник подготовил Макс, да? Сейчас будем ставить. Коробка у нас будет в порядочке. Коробочка будет вот такая. А я завтра поеду на шаровый, куплю наконечники. Ну и будем завтра собирать. Подшипник как? Нормально? Он чё? Ты уже засандолил? Да. Ну чё? Давай. Тишина, ёлы-палы. Вообще. Ну что было? Теперь что стало? Ну он спокойно от руки крутится. Хорош. Да, красота будет. Как бы хочу, блядь, чтобы вообще, ну вот да, можно сказать, да, вообще не слышно. Ну да, нам так не получается. Это диски просто шелестят чуть-чуть. Ни на одной машине у нас же так не получается. Ну нормально, короче. Четко. Не, ну такой шум ты точно не услышишь. Явно, нахуй. Это просто... Ставьте лайк, ребята, за такую работу. Это просто... Красота. Ну, оттыкаем корзину. Что-то нихуя не хочет. Макс собрал везеля. Вот так вот. Там у меня все греется, подогревается. Все круто. Тут аж горячо от него стало, да? Ну, да, жарко стало. Он как... Аккуратнее ты че. Он как этот, да? Как батарея работает, стоит. Нормально. Ну и это. Буду калибровку сейчас делать. Везеля. С Богом, ребят. Поехали. Так вот. Так. Господи, год-то какой был, я уже забыл. Все. Прокачка муфты пошла. Вроде неплохо, да? ускоряется. Ускоряется. Так как будто что-то на место. На место что-то встало, как будто, ага. Дроссельку почистил, все. Да. Ну, фильтр, конечно. Я его тоже продул. Какой так себе, короче. Какой фильтр? Воздушный. Воздушник, его может поменять нам? Ну я его продул. Поменять, наверное, надо, новый Менять поставить. это. Ну если масла менять. Мы же масло будем ему в двигателе, по-моему, тоже менять. Менять? По-моему, менять надо. Звоню им. Пусть сначала будет. Ну. Вот пробег автомобиля 127 тысяч, 18 километров. Так, вроде бы прокачал муфту. Дальше пойдем делать калибровочки. Входим в характеристику зажимного усилия. Самый главный пункт. Самый сложный пункт. Прошел. Ага. Отлично. Вообще без ошибочки прошел. Все хорошо. Родная тема. Красавчик, Макс. Мы все сейчас заведем. Главное, чтобы ничего не шумело. Ну да. У него какой-то шум появляется. Это вот когда
лепестки разводишь, На. и оказывается надо, наверное, это маховик сразу не заводить, покрутить вот так, А. щелкнул. Может До быть. этого у него вот это долбит. Пока, блядь, что-то там не пройдет. Ну да. Может быть, может быть. Ну все, синхронизацию сейчас сделаем. Я говорю, с лепестков сразу спрыгнул на этом пункте. Сразу, нормально все. Ну и вот так вот завели. Все работает. Все, звука нет уже. Тишина, по-моему. Двигатель только работает. И все. Ну, по-моему, четко, да? С обороты скочат у него. А, дротель же надо обучить. Но базара нет. Так, ну а мне надо здесь покрутить кое-что. Ух, ни хрена какое тепло от него идет, жесткое прям. Как от батареи. Вот и все. Пошли калибровки. Завершаем калибровочку. На нашем месте любимом. Что скажешь-то? Как вообще машина? Мозги потрепала? Угу. Еще как. Собиралась, разбиралась? Как? Разбиралась нормально, собиралась пиздец трудно. Да? Все на место не хотела оставаться. Ничего, собрал же, нормально. Сальники поставили. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы ничего не бежало. Да, мягонько едет, хорошо уже. Вообще хорошо. Никаких пинков нету, ни рывков. Все четко едет она. Зарядка идет. Сейчас будем дроссель калибровать и все, в принципе, на этом. Масло в двигателе, да? Молигрина приготовил. Сейчас зальем молигрин. Будем ждать хозяина, когда приедет. Будем отдавать машину. Вот так вот. 2 дня сделали, да? 2 дня сделал. День разбирал, день собирал. Все собрал вообще. Красава. Ничего не сломалось. Все четенько, да? Клипсики все новые поставил, да? Практически. Кого? Клипсы. Много клипс, много Ну да, новых поставил. Клипсы сломались, да. Мгм. Ну они не сломались, они просто Они сухие, рассохлись? уже просто болтаются, как Но. шлюха. Рассохлись уже. Ну. Но у меня тут стоит, все работает. Уже часа 2, наверное, на подогревателе, даже больше, 2,5. Сейчас еще раз колесо покрутил. Еще долил гринольчика. Состав обновил. Ну, все, в принципе, как бы. Все работает. Потом буду масло сливать. Буду заливать промывочным, буду мыть промывочным еще. Такие дела. Боишься? Да я ебал, тяжелый пиздец. Самый, блядь, конец нахуй еще придавить. Мгм. Там еще кто-то, братан, на выжимной просит. Кто? На обслуживание. Везель, по-моему, что ли? Парень, с своим весили
Понабрали, сука, веселей. Пиздец. Полгорода веселей, нахуй. Ну подожди, скоро вообще тут пиздос будет. Ты скоро тут умрешь на работе, походу. От Хондой, нахуй. От Хонды. Ты же хотел стать истинным хондоводом? Ну, блядь. Ну вот. Бля, ну, братан, ну вот машина не работает, все пиздец, все идеально сухо. Да? Вообще нихуя, ни капли. Конечно. Это жесть. Давай. Заливай морика. Ну, тут у меня больше 1,5 немножко. Пробку закрутил? Не, нахуй. Я один раз не закрутил. Я помню. Ты сам Все рассказал. масло 5 литров нахуй вылил, блядь. Сам в шоке был вообще. Ну это заработался. Совсем не весело. ну. Это заработался, Конечно. это пиздец. Ебашить по 10 часов, блядь, в день это У жестко. каждого человека такое есть. Ну да. Больше не будет. Одного раза хватило. Ну да. Согласен. Все. Сейчас хозяин. Не, подожди маленько. Подожди. Давай, поехали. Сейчас скажешь, как едет, как ехала. У тебя же она пиналась, получается? Да, Погоди-ка, пиналась. погоди. Ага, все. Давай до хуторка туда, налево, до магазинчика прокатимся. Свет врубай. Все, поехали. Да, плотнее стало. Опасно. Шаг в сторону, забудь истоки, сын, контакты с прошлым порваны. Взгляни по-новому на мир, над трупами твоих врагов кружатся вороны. Стальные цепи сорваны и все пути свободны. Теперь ты вправе двигаться куда угодно. Любые направления твои, ну что же ты стоишь? Теперь уже не стой, иди, зачем же ты молчишь? Теперь уж не молчи, кричи, расточены в пески твои темницы, кирпичи за поручни, держись крепче. С непривычки после сладкой лжи потоки правды отдают горечью желчи. Сбылись твои мечты, оправданы надежды, сменились кандалы раба на вольные одежды. Как снег после
зимы водами вешними уходит прошлое, и нам уже не быть прежними. В наших руках ключи от времени, от вечности. Включи воображение и продолжай движение вперед. Туда, где нас никто не знает, где никто не ждет. Туда, где нежной рукой землю ласкает небосвод. Ты молод, ты силен, ты горд, ты можешь сказку сделать былью. Твори, пусть завистники твои захлебываются пылью. Им не догнать нас, пока мы вместе. При нашем темпе их попытки жалкий бег на месте. Победу поделим поровну, что для других дистанция, для нас всего лишь шаг в Давай же сторону. делай шаг в сторону, все будет ровно, верь мне на слово. Будут, конечно же, и потери. Давай делай шаг, все заново, верь мне. Давай же делай шаг в сторону, все будет ровно, верь мне на слово. Будут, конечно же, и потери. Давай делай шаг, все заново, верь мне. Мной овладевает тоска, когда я понимаю, что бреду в зыбучих песках. В минном тумане ощущая боль в висках, как будто голова в тисках. И дорога жизни стала навесным мостом, тоньше волоска. Чем ближе мечта, тем сложнее до нее достать. Обжигает руки и языки пламени дьявола костра. Нет, я не устал, наоборот ускорил ход. Хоть опять стоп кричат, стоять. И снова с чистого листа, с начала уровня кидая я текста бессмысленно повторяясь, исправляя прежние ошибки, делая углы гибкими, пока не доберусь до места, где снова выстрелы и вражеские голоса. Белая полоса, черная.